Завтра депутаты Верховного Совета соберутся на первую в наступившем году сессию. Наряду с другими вопросами народным избранникам предстоит вернуться к уже принятому закону о бюджете. Напомним, после утверждения документа в окончательном чтении прокуратура направила протест, усмотрев грубые нарушения. Услышат депутаты надзорников или будут стоять на своем, станет известно завтра. А сегодня мы попытались разобраться в цифрах и попросили помочь эксперта. Репортаж Ольги Стельмах. На календаре конец января, а Хакасия до сих пор не уверена, потянет ли предстоящий финансовый год. Закон о бюджете принят еще в декабре, но, как считают в прокуратуре, лишь формально. Разработчики документа попросту закрыли глаза на огромный дефицит в 4,5 миллиарда рублей. В общем отношении процент превысил все разумные и законные пределы. Разница между доходами и расходами не должна превышать 15%. У республики почти 19%. И, как уверены эксперты, цифра еще и занижена за счет так называемых дутых показателей. К примеру, в графе «Налог на прибыль предприятий». По официальным заявлениям налоговой службы в 2021 он составит в лучшем случае 4 с небольшим миллиарда. Но не мелочась, прогноз увеличили более чем в 2 раза. Мы видим такой безудержный оптимизм, да, что вот у нас по налогу на прибыль поступление составит там 10,4 или 10,6 миллиарда. Да? То есть вот за 11 месяцев получили 3,2 миллиарда. Да, то есть остается месяц, ну хорошо, там 4 миллиарда мы получим, да, по итогу года, если оптимистично смотреть, пока данных нет. Но на следующий год мы вот говорим, а знаете, вот, ну и что мы 4 миллиарда получили, тут вот коронавирус и так далее, вся история. Нет, в следующем году мы 10,4 получим. Вот так вот мы видим ситуацию, да, то есть вот с чего такой оптимизм? Оптимизма Минфину и Комитету по бюджету не занимать. Проект закона прошел все слушания и принят без лишних обсуждений. Спуститься с небес на землю помогла прокуратура и подала протест. Кроме неподъемного дефицита и заоблачных планов на доходы, надзорники указали еще на одно серьезное нарушение. Госдолг субъекта не должен превышать общий объем доходов без учета безвозмездных поступлений. А в Хакасии превышает более чем на 3 миллиарда. Государственный долг перевалил за 28 миллиардов. По мнению экспертов, финансовая ситуация близка к критической. Мы и нарастили госдолг сам по себе, и собственные доходы снизились. То есть снизилась способность рассчитывать. Планы по привлечению коммерческих кредитов, они просто шокируют. То есть там цифра 21 миллиард стоит. В планах привлечь коммерческих. Год? Да, то есть прописано 21 миллиард коммерческих кредитов. Возражения прокуратуры уже рассмотрели на Президиуме Верховного Совета. Парламентарии вновь не увидели нарушений. Протест отклонили. Сослались на поправки в законодательстве, где можно превысить дефицит на сумму растрат из-за коронавируса. Однако жители помнят финансовые коллапсы 2020-го, когда раз за разом власти республики оформляли кредиты, а для борьбы с пандемией ждали федеральные деньги. И то, что ковид опустошил казну Хакасии миллиардными расходами, еще нужно доказать, считают экономисты. Между тем, на уровне российского правительства планировали отнестись к региональным бюджетам с снисхождением, не привязывать превышенный лимит по дефициту с коронавирусом. Эксперты не исключают. Возможно, изменения примут в ближайшее время. Тогда появится единственный шанс оправдать дырявый бюджет. Теоретически, может быть, к моменту, когда дело дойдет до рассмотрения протеста на сессии Верховного Совета, то есть эти уже послабления вступят в силу, да, и Верховный Совет скажет, ну, ничего страшного, ну, нарушили. Наши право на ошибку. Да, ну, как бы мы вот предвидели такое развитие ситуации, поэтому вот мы вот и нарушили. И вот видите, действительно, то есть поступления уже вступили в силу, поэтому, собственно, и разговаривать не о чем, да, то есть протест прокуратуры отклоняется. Это один вариант развития событий. Другой вариант, что Хакасия не получает права, да, или там правительство федеральное вообще такие послабления не вводит, и, соответственно, идет речь о нарушении закона, причем таком осознанном, да, то есть нарушении закона, то есть здесь и стоит вопрос о том, что закон подписывается Валентином Олеговичем Коновалом, да, главой региона, то есть депутаты приняли это одно, но чтобы оно вступило в действие, да, то есть его должен подписать глава региона, он должен быть опубликован, да, последнее слово за ним. То есть, соответственно, встает вопрос об ответственности за вот эти вот все нарушения бюджетного кодекса. Протест на бюджет рассмотрят уже в среду, 27 января, на сессии Верховного Совета. И каким бы ни было решение парламентариев, только время откроет истинные цифры и покажет ценность столь рискованных прогнозов.